Zamahir olsun saygılı seyirciler. Efirde Laf Edelim Büyükala'nın programımız. Bugün biraz değişik formatımız olacak. Prost ediniz ama bugün biz laf edeceğiz Rus dilinde. Çünkü bizim misafirimiz hiçbir zaman Gagavuzya'da yaşamadı. Böyle serbest Gagavuz dilinde laf etmedi. Onun için ona da uygunmuş Rus dilinde laf etmeye. Ama siz sanırım hani bu işi yakından anlayacağınız, prost edeceğiniz bizi. Hani biz bugün formatın dışında biraz götüreceğiz programımızı. Bugün bizde misafirlikte bulunan Roman Kalak. O Gagavuz İyevi cümle topluluğun öndürücüsü. O bir yeni bir toplum. Hangisinin işi için, davalar için biz bugün daha yakından, daha derinden laf edeceğiz. Sonuçta teklif ederim size. Saygılı seyirciler bakma bizim bugün programımıza. Добрый день, Роман. Я рада вас приветствовать в нашей студии. Для вас, ради вас исключение, мы будем сегодня говорить в нашей программе на русском языке. Но я думаю, что причину вы нам объясните, да, и о том, о чем мы будем говорить. И, наверное, это результат той причины, почему мы сегодня говорим по-русски, да? Zamahir olsun, Allah'ım. Sağ olun, sayın iş gösterdiniz. Kabul ettiniz böyle bir formatı, Rus dilinde laf etme. Ben sevim, affediniz beni pahalı seyirciler. Ben Gagavuz dili daha öğrenmedim. Onu öğrendim sadece sokakta, evde, akrabalarla. Ama o Gagavuz dilinde kendimi anlatamayacağım. Hem bugün konuşmak istediğimiz konu daha çok Gagavuzca bilmeyenler için olacak. Bu yüzden izninizle onu Rus dilinde anlatmak isteyeyim. Bizim fikirlerimizi, bizim duygularımızı. Буквально недавно, наверное, несколько месяцев назад вы объявили о том, что вы создали организацию под названием Gagavuz EV. Что это за проект и основная задача этого проекта? И как вообще вы пришли к этой идее? Проект Gagavuz EV на самом деле это давняя история. Это, скорее всего, внутренний порыв. И не только мой, а коллективный внутренний порыв, который, в принципе, я вкратце обрисовал в социальных сетях, если вы следили. Была выпущена статья под названием «Исповедь Гагауза». И, в принципе, вот в этой исповеди и рассказывается то, что побудило меня и людей-единомышленников, которые испытывают, оказывается, я не одинок в своих этих мыслях и переживаниях, которые меня поддержали и с которыми мы вместе, в принципе, вот уже сделали определенные шаги и видим результат этих шагов. Ну, основная задача, почему все-таки вы решили пойти по этому пути, открыть такую организацию, которая будет, наверное, посвящена развитию, продвижению гагаузской культуры, гагаузского языка и все, что связано с гагаузской нацией? Разумеется, в самом названии уже скрыта суть. Во-первых, нам, гагаузам, которые живем в Кишиневе, очень не хватает гагаузского языка, гагаузских песен, гагаузских... Атмосферы гагаузской. Гагаузской атмосферы очень не хватает. И в процессе общения с гагаузами в Кишиневе я понял, что у многих одна и та же проблема. Более того, мы со своими переживаниями как-то, может быть, еще могли бы справиться, но есть переживания и за будущее поколение. Потому что наши дети, рожденные уже за пределами Гагаузии, которые ходят в школы в Кишиневе, изучают много языков, и при этом, к сожалению, наши дети не говорят на языке. Дома мы не общаемся на языке, потому что во многих семьях уже смешанные браки. Где-то жена не гагаузская или муж не гагаузский и так далее. То есть и это приведет к тому, что определенный круг детей, гагаузов, которые потенциально могли бы стать будущим Гагаузии, гагаузского наследия, они потеряются в историческом плане. Вот мы хотели бы, вернее, мы не хотели бы, а мы уже делаем шаги по созданию атмосферы, в которой гагаузские дети смогут выучить язык, использовать его и создать атмосферу для практики языка, потому что для языка самое важное – это практика.
Ну, какие задачи вы все-таки поставили перед этой организацией? То есть цели, задачи самого Гагаузиви? Цели, они очень обычные цели, да, то есть сохранение языка, сохранение культуры и продвижение традиций. Более того, мы, находясь за пределами в другой среде, не гагаузской среде, мы будем стараться показать, насколько гагаузская культура, она восприимчива к другим культурам, насколько мы, гагаузы, можем коммуницировать, сожительствовать рядом с другими национальностями, в том числе и титульными, и в то же время показать, что гагаузы являются частью богатой истории и культуры Молдовы в целом, и что мы являемся неотъемлемой ее частью, и мы хотим, чтобы так было всегда. Ну, одним из результатов работы вашей организации это открытие бесплатных курсов изучения гагаузского языка для детей. Мне кажется, что не только для детей, я так думаю, да, но сейчас, наверное, нам раскроете скобки. Ну, задачи этих курсов, какие они будут, какими вы их видите, и в результате они такие, какие вы изначально из себе их представляли? На самом деле, это наш первый, достаточно важный, если сказать, самый важный шаг в нашей работе. То есть мы деткам дали возможность изучать гагаузский язык. Насколько я знаю, это впервые произошло в таком масштабе в Кишиневе. Вот. Честно говоря, результаты более чем превзошли наши ожидания. Это тот редкий случай. И детки ходят с удовольствием. Это очень важно для нас. Более того, мы сформировали такую атмосферу там, что дети теперь сами спрашивают детей, когда будут следующие курсы. И цель, конечно же, создать именно вот эту атмосферу, когда детки будут приходить не на курсы гагаузского языка, а встретиться с своими друзьями, пообщаться с ними. И если сегодня это общение происходит больше на русском языке, конечно, потому что дети учат русский, румынский язык, то я уверен, что благодаря более длительной реализации этой инициативы у детей появится возможность приходить, и они будут не только на русском и румынском между собой общаться, но и на гагаузском. Ну, скажите, а эти курсы только нацелены на обучение детей, или все-таки эти курсы смогут посещать взрослые, которые хотели бы, наверное, изучить более детально, более углубиться в нюансы гагаузской грамматики и языка? Очень хороший вопрос. На самом деле, разумеется, мы планируем развивать это направление. Более того, у меня достаточно широкий круг общения, и у меня многие не гагаузы спрашивали, а можно попасть на ваши курсы? Взрослые мы хотели бы тоже выучить. Почему бы и нет? Опять же, мы когда начинали эти курсы, мы не знали, чего ожидать. Мы не знали, какова будет реакция, потому что такого не было и не было понятно. Было много вопросов, знаков вопросов, на которые мы не могли дать ответы, пока мы не сделали этот шаг. Сегодня мы уже видим, что есть достаточно большой интерес, очень много запросов, много вопросов. И я думаю, что если так пойдет дальше, то мы эту инициативу будем развивать, и будут и несколько групп для детей, для разных уровней подготовки. Ну и также сделаем и курсы для взрослых. Ну, в таком случае я не могу спросить, программа обучения детей, да? Вы подготовили самостоятельно эту программу, то есть в рамках вашей организации, либо есть уже разработанная какая-то программа для обучения детей? Нет, я думаю, что нет смысла придумывать то, что уже придумано. На самом деле я хотел бы в этой связи отметить, что очень большая работа проводится в Гагаузии, особенно научно-исследовательским центром, и они нам очень сильно помогли в вопросах подготовки к этим курсам. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить и Ирину Константинову за это, и всех, кто причастен к этой работе. Наши педагоги – это выпускницы Кишиневского педагогического института. Их нам посоветовала немалоизвестная Евдокия Степановна Сарычана, который является научным деятелем.
И она нам посоветовала их, и под ее чутким руководством наши педагоги подготовили программу. На данном этапе это программа для начинающих, потому что у детей есть перекос по знаниям, кто-то что-то знает, кто-то совсем ничего не знает. Поэтому сейчас наша задача выровнять немножко уровень знаний и сформировать атмосферу дружеского общения. Мгм. Ну, какие методики в таком случае вы используете для того, чтобы привлечь гагаузских детей, которые проживают в разных частях Кишинева? Ведь Кишинев — это не маленький город, и, конечно, локация одна, где они должны сконцентрироваться, это время, это логистика, как говорится, да, и многие другие моменты возникают в процессе решения этого вопроса. Как вы привлекаете детей? Честно говоря, на данном этапе мы каких-то крупных компаний или каких-то серьезных маркетинговых инструментов не используем. Есть социальные сети, которые предоставляют возможность рассказать многим о своих инициативах, о своих мыслях. Есть сарафанное радио, в том числе гагаузы так или иначе между собой общаются какими-то группками, более мелкими. То есть я надеюсь, что по мере того, как мы будем развивать наш проект, и это сообщество будет расти. Но в соцсетях мы увидели на первые же наши какие-то публикации очень повышенный интерес было очень много репостов, и очень многие узнали, и сегодня более половины детей, которые посещают курсы, это люди, с которыми мы раньше не были знакомы. То есть оно работает. Ну, у меня создается ощущение, что Гагаузия, может быть, в ближайшем, либо чуть позже, станет тем местом, где будет собираться гагаузская диаспора, потому что она, к сожалению, гагаузская диаспора в Кишиневе сегодня не особо активно себя реализует, себя продвигает, и, возможно, может быть, эта задача ляжет на ваши плечи. Была ли такая цель у вас, или мысли такие о том, чтобы все-таки, да, Гагаузия стал на самом деле настоящим гагаузским домом, где будут собираться не только дети, но и взрослые, которые будут защищать гагаузский язык, культуру, продвигать какие-то идеи? В первую очередь хотел бы сказать, что мне не очень нравится слово «диаспора», так как мы все-таки живем дома, это наша страна, это наш дом. Мы, скорее всего, сообщество, которое живет за пределами Гагаузии, но мы все-таки Молдова наш общий дом, а мы в этом общем доме сделали свой гагаузский дом. И сегодня мы разожгли маленькую искру гагаузского очага в нашем гагаузском доме. Но, разумеется, очаг, он будет гореть до тех пор, пока мы будем подкладывать туда дровишки. И этими дровишками как раз будут те гагаузы, в чьих сердцах мы найдем отклик, кто испытывает те же добрые чувства по отношению к Гагаузии, и те, которые хотели бы разделить с нами наш порыв вот этот. Ну, не могу не спросить. Занятий не так уж много было на сегодняшний день, только начинаете, только стартанули, так скажем. Много ли детей приходят? Вот уже есть заявки на то, чтобы обучаться гагаузскому языку? Да, мы провели уже 2 занятия. Скажу так, интерес больше, чем мы ожидали. Мы изначально, то место, которое мы запланировали, мы думали, что дай бог, чтобы заполнено. Сегодня мы видим, что спрос больше, чем мы можем уже разместить в одном классе. В силу различных причин не все детки могут одновременно прийти. Поэтому у нас на сегодняшний день курсы проводятся между 10-12 деток. И это максимально, мы указали в нашем первом же объявлении, что количество мест ограничено. И на сегодняшний момент 10-12 деток. Кто-то приходит, кто-то во второй раз не был, были другие. Но в общем это 10 деток. Ну, вообще, как вы себе видите будущее этих курсов? Ну, я уже немножко упомянул об этом. Мы планируем, что все-таки, если этот интерес сохранится, сделать несколько детских групп и в последующем планируем открыть и взрослую группу.
Ну, мне, наверное, интересно сейчас задать такой вопрос. Какую цель конечную этих курсов вы видите? Вы хотите, чтобы дети в идеале говорили на языке? Вы хотите, чтобы они хотя бы понимали, да? Вообще, какая задача первоначально стоит у этих курсов? Потому что в любом случае есть точка А и есть точка Б, да, к которому стремитесь. Вот эта точка Б, какая она у вас? Наша точка Б, она, конечно же, заключается в том, чтобы каждый гагауз знал свой язык в совершенстве и мог на нем изъясняться так же легко, как и на других языках, которым он владеет. Вот. Тот минус, который есть во мне, например. На сегодняшний момент цель дать базу, основу, и параллельно мы будем запускать различные курсы, кружки по интересам, различные мероприятия проводить, где дети уже смогут, и дети, и их родители, и они между собой смогут непосредственно использовать язык, потому что для языка самая важная составляющая часть – это практика. То есть прийти на урок, выучить какие-то слова, выучить диалоги, выучить фразы – это важно, но нужно дать и атмосферу, или среду, где его можно использовать. Именно так наши предки пронесли наш язык через столетия, не задумываясь над тем, где они его будут применять, как он им поможет заработать денег или прокормить семью. То есть нужно дать условия, где его нужно применять. И так, чтобы это было интересно, и как не второстепенным, но основным будет, конечно, сохранение языка. Ну, я думаю, что многие родители, которые приводят своих детей, они, возможно, владеют языком, да, но проблема в том, что они его пока что не передают. Планируется ли вести работа на этом уровне, то есть на уровне родителей, на уровне воздействия, мягкого воздействия на родителей, чтобы они дома все-таки практиковали использование гагаузского языка в быту, да, элементарные вещи? Есть ли такая цель у вас? На самом деле, вот очень хорошо, что вы сказали про родителей. Курсы это стали предлогом для того, чтобы встретиться с теми гагаузами, которые проживают в Кишиневе на самом деле. Пока наши детки учат язык, мы с родителями сидим, общаемся, знакомимся. И если первые вот контакты были, опять же, на русском языке, то в процессе общения появляется такой момент, что начинаем говорить на гагаузском. Кто-то говорит: "О, я так давно не слышал гагаузскую речь", потому что есть абсолютно разные истории у людей. У кого-то есть еще родители в Гагаузии, куда они едут с детьми, они слышат этот язык, а кто-то приехал, у них некому приехать уже в Гагаузию. И для них вот такого рода встреча – это, может, одна из единственных возможностей услышать свою родную речь, поговорить на ней, потому что на самом деле есть люди, которые знают. Есть другие истории там, где люди когда-то родились в Гагаузии, но в малом возрасте уехали там, в Украину, в другие страны, жили там, вернулись в Молдову. Здесь они открывают бизнесы, они процветают, много гагаузского языка не знают, и они хотят вернуться к своим истокам, хотят дать своим детям то, чего не было у них. И есть и такие истории. Поэтому, конечно, помимо гагаузских курсов, мы с родителями также будем стараться говорить на гагаузском языке. Более того, когда дети приходят домой, вы думаете, они не рассказывают родителям, что они учили, какие-то слова, какие-то выражения. Родители будут вспоминать тоже, начинать с ними говорить. То есть это не может произойти вот так, потому что гагаузцы сказали, что вы должны дома говорить на гагаузском, и все придут домой и начнут говорить на гагаузском. Нет, такого не будет. Но давая возможность детям и родителям в определенной среде соприкасаться одновременно к этому языку, они сами начнут нащупывать и использовать вот эти вот возможности в общении со своими детьми. Это я про родителей. И дети, в свою очередь, будут стараться родителям показать максимум, что они выучили, видя, как родители радуются, что их дети все-таки постигают вот этот язык своих предков. Ну вот на втором занятии, о котором вы сказали, что у вас уже 2 занятия прошло, пришли, наверное, и те родители, чьи дети первый раз тоже посетили, да? Какие отзывы были от них? Я вам скажу так, интересно получилось. У нас на первые курсы пришли мамы, привели детей, а на вторые курсы пришли папы этих же детей некоторые.
И мы получилось, что 2 раза знакомились. Наверное, раз папы тоже решили прийти, наверное, мамы рассказали, как все было интересно и красиво, и что папам тоже стало интересно. Но это так, как отступление. А если взять конкретно, у нас нам очень много поступает отзывов. Те детки, которые не смогли прийти, мы стараемся держать контакт со всеми, кто проявил интерес. И когда мы спрашивали о причинах, причины были разные, но все как один говорят, что дети очень расстроились, что не получилось попасть, и спрашивают, когда будут следующие. То есть все, кто был на курсах, и дети остались довольны, даже дети, когда выходят, мы им делаем немножко поощрительные угощения после этих курсов. И в рамках вот там пару минут, что мы проводим совместно, все вместе, детки делятся своими впечатлениями. И один из детей по выходу сказал, что вот бы все учителя были такими идеальными, как вы, нашим педагогам русского языка. Да, Поэтому... ведь язык, наверное, лучше всего изучается, когда с языком вместе идет и любовь, да, параллельно. Какие-то, ну, именно ассоциации с любовью, и тогда, конечно, язык легче воспринимается, и воспринимается со всей душой. Поэтому, наверное, этот момент вы тоже учли. Да? Конечно, мы создаем всеми усилиями именно ту атмосферу, в которой ребенок будет приходить с удовольствием, что это для него не просто курсы по изучению, а для него это встреча с друзьями, где они вместе постигают новый язык. Скажите, а вообще какие сложности были на пути открытия этих курсов? И вообще были ли эти сложности? Если да, то какие? На самом деле, самая большая сложность для человека – это встать с дивана и начать что-то делать. Дальше все это задача. То есть любая задача, она решаема. И мы на сегодняшний момент с нашими единомышленниками, с нашей командой, мы со всеми задачами справляемся и делаем это с удовольствием, потому что у нас есть благородная цель. А где проходят ваши курсы? Вот где, в какие дни, во сколько, может быть, кто-то, кто еще, допустим, не знает или не слышал, возможно, через нашу программу об этом и узнает? Да, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что у нас в Кишиневе есть библиотека, которая носит название Михаила Чекера. И в этой библиотеке она является филиалом муниципальной библиотеки ХДО. Вот. И, наверное, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить и директора муниципальной библиотеки ХДО, госпожу Марьяну Хажевский, и госпожу Анжелу Вентилу, которая является директором филиала Михаил Чекер, которые, когда их даже не надо было уговаривать, не надо было убеждать. Когда мы пришли с нашими идеями, еще даже не планами, а идеями, они сразу выявили открытость и готовность помочь в проведении данных курсов и с радостью предоставили нам помещение для курсов. Помещение было недавно, буквально в этом году, отремонтировано турецким агентством ТИКа. Там созданы отличные условия для того, чтобы можно было прийти, почитать книгу. Очень хороший фонд библиотечный, очень современная библиотека. У каждого члена библиотеки есть карточка, которой он может пользоваться. Это все облегчает доступ к книгам. На самом деле очень много интересных книг. Я даже для себя приметил несколько книг после Нового года. Планируете почитать? Планирую, да, вовлечься и в это вместе с детками. Вот. И там помещение небольшое, как я сказал, поэтому мы пока проводим раз в неделю. Это было до сих пор по понедельникам вечером, потому что в рабочее время очень сложно, чтобы родители выкрыли время привести детей. Потому что нам важно, чтобы и родители присутствовали там, как я уже сказал. Вот. Пока один раз в неделю проводим по понедельникам. На следующей неделе мы пока не решили, сможем мы провести или нет, потому что начинаются каникулы, и многие уедут. Библиотека также имеет другой график. Но я думаю, что мы уладим эти моменты. И следите за нашими объявлениями в соцсетях, в телеграм-канале, и мы там будем объявления эти все публиковать.
Ну, вы сами являетесь молодым отцом, да, и, наверное, как никому другому понятна проблема отсутствия вот этого диалога на гагаузском языке с своими детьми, да, и это очень острая проблема и даже у нас в Гагаузии. То есть не обязательно быть в Кишиневе, не иметь родственников здесь для того, чтобы не говорить. Да? Здесь есть родственники, здесь люди живут, но в то же время продолжают не говорить на языке с своими детьми. На ваш взгляд, в чем же все-таки причина вот этого отстранения от родного языка? Ведь все-таки это отстранение, это не просто какое-то просто, не знаю, желание или каприз наших людей. Это реальное отстранение от своего родного языка. Ну, смотрите, я думаю, что у всех, на самом деле, у каждого человека своя история. Я свою историю рассказал в исповеди гагаузов, то есть я никогда не жил в Гагаузии. Я жил в Тараклее, ходил там в школу, учил болгарский язык. В дальнейшем мы переехали с семьей в Кишинев, там я учился сначала на русском, потом на английском и румынском, потом в университете опять на английском, румынском учился. Гагаузский язык я учил только летом, когда нас отправляли к бабушкам, и там я его на стадионе, в общении с родными, я его учил, он передавался из уст в уста, да, как классически говорят. А так фундаментально я его не учил грамматику, не знал историю гагаузского языка, я не знал в детстве. То есть где что услышал. Сегодня у меня семья, моя супруга, она не гагаузская. У нас же не зря говорят «она делим», потому что язык матери. Так как я больше провожу времени на работе, и все-таки супруга больше проводит времени с ребенком, ясно, что языком общения в семье становится русский язык потихонечку. Но, допустим, моя супруга, спасибо ей, всегда говорила: ты должен обучить Ярославу гагаузскому языку. И у меня это всегда было где-то в подсознании, но да, может быть, я где-то искал причины, объяснения. Сложно, не имея в школе этого, не имея среды общения. Да, мы ездим в Гагаузию, у нас, слава богу, еще есть родственники, к кому мы можем поехать, но это краткосрочные визиты в основном. Бабушки, дедушки у нас все уже в Кишиневе. И бабушки с дедушками, когда говорят с внучкой на гагаузском, она противится этому, она не понимает. То есть там есть много аспектов, которые не позволяли мне. Да, я с ней разговаривал, пытался учить там папин кызым, гизаль кызым, там, пытался ей какие-то слова объяснить, но без атмосферы, без среды невозможно привить язык. Поэтому вот у меня, в принципе, назревала эта идея достаточно давно о том, что в Кишиневе должны быть не просто курсы, а место, где гагаузы смогут приходить и говорить, общаться, изучать язык. Это все понятно, да. В вашем случае это все естественно, это все как бы самополагающийся процесс, да. Но речь идет о местных, да, о людях, которые здесь живут, где есть среда. По крайней мере, была среда, по крайней мере, до недавних пор, да, где есть бабушки, дедушки, и они здесь рядом, но все равно, живя в одном доме, и бабушки, и дедушки пытаются из себя выдавить русские слова, чтобы объяснить своему внуку, либо внучке то или иное, просьбу или какой-то диалог. На ваш взгляд, почему мы дошли до этого уровня? Почему так произошло? Почему все-таки молодые родители, которые сегодня готовы платить большие деньги за обучение своих детей, да, за курсы английского, за курсы там другого языка, за курсы математики и других языков, да, они готовы платить деньги, но они не готовы бесплатно передавать свой язык. На самом деле здесь есть, конечно, и, как я сказал, личная история, есть и определенный момент глобальных процессов в мире. То есть мы являемся частью глобализационных перемен, которые имеют место во всем мире и в регионе в целом. Мы видим, как даже идентичность молдавского народа потихонечку пытаются стереть и приравнять ее к идентичности другого народа, да. То есть, это дело молдавского народа. Мы, в свою очередь, как гагаузы, я вижу тут две основные вещи, над которыми надо работать. Во-первых, надо объяснить и донести информацию о том, что гагаузский язык является
тюркским языком и является частью огромного тюркского мира, Многомиллионного. многостомиллионного, Да, скажем так, да. мира, в котором гагаузский язык на самом деле имеет не последнюю роль, потому что по многочисленным информациям, которую удается увидеть, и по тому мнению, которое имеется у людей, других тюркских национальностей, которые слышат гагаузскую речь, все как один говорят о том, что гагаузский язык очень чистый тюркский язык. На похожем языке даже говорят в центральной части турецкой Анатолии, да, Анадолу. И нужно понимать, что знание гагаузского языка, оно не бесполезно, как это пытаются некоторые люди, деятели привить. То есть гагаузский язык – это достаточно важный, живой язык. Да, его нужно развивать, потому что мы немножко, к сожалению, в 90-е годы было не до языка, было не до печатания книг, было не до развития, в живых бы остаться, как говорится. Вот. И я думаю, что есть определенные упущения именно со стороны руководства как автономии, так и молдавского руководства в вопросе того, что гагаузский язык немножко отстал в развитии. Многих слов нету, это очень большая проблема. Нету терминологии. Но мы видим, я думаю, что и вы тоже видите, какие усилия прилагаются в последнее время. Работа и идет. Гагаузии, Да. и научным сообществом по формированию и терминологии по областям. Формируются новые программы для обучения, печатаются книги, разрабатываются новые программы. Тут отдельную роль, конечно, играет и Турецкая Республика, которая поддерживает через различные проекты гагаузский язык. Да. Мультфильмы перевели и создали свой уникальный, буквально вчера был анонс, новый уникальный мультфильм, полностью созданный в Гагаузии. На гагаузском языке. На гагаузском языке, со сценарием, написанным гагаузами, с гагаузскими главными героями аутентичными, да, национальными. Вот, поэтому, прошу прощения, есть и программы Европейского Союза, МТМ, да, поддержанные Европейским Союзом. То есть эта работа ведется. В какой мере, в достаточной ли мере, это уже вопросы к экспертам, я не склонен давать экспертных оценок, но мы, в свою очередь, как сообщество Гагаузы.Ви, постараемся, используя уже имеющийся материал, продвигать его, потому что многие вещи, которые разработаны, о них не знают, их не используют. Вот, включая и онлайн-курсы гагаузского языка, оказывается, я недавно узнал и очень хочу попробовать себя тоже в этом. То есть об этих всех вещах мы будем рассказывать, популяризировать и продвигать. Я думаю, у вас все получится, потому что если есть цель, есть задача поставленная, значит, будет и точка Б, к которому вы стремитесь. Разумеется. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы сегодня пришли. Мы поговорили с вами о вашем хорошем проекте. Я думаю, что этот проект имеет перспективу, и может быть, это будет каким-то, так скажем, компасом, да, и для местных гагаузов, что вот смотрите, да, уже в Кишиневе учат язык, уже в Кишиневе хотят его передать детям. Так почему мы еще ждем? Кого мы ждем, да, почему мы не передаем свой язык своим детям, имея эту возможность, пока мы еще являемся носителем? Потому что завтра, послезавтра этого не будет. Да, сегодня на самом деле я с вами согласна, очень много делается для того, чтобы развивать язык, очень много книг. То есть мы дошли до того уровня, которого не было 15 лет назад. Да? У нас есть сегодня практически все. Да. Только осталось захотеть и это выучить. Я надеюсь, что у вас все получится. Я уверена, что у вас все получится. Я вам хотел бы сказать, что дополнить еще, что у нас, допустим, из тех людей, кто стоял у истоков этой идеи, у нас 2 человека, то есть я и еще Инесса Дерменджи, она тоже гагаузка, но не знает языка. Вот мы 2 человека, которые не учили язык, но мы чувствуем причастность к этому гагаузскому культурному сообществу. И Андрей Сюрьма,
который знает гагаузский, изучал вот такой командой. И, пользуясь случаем, хотел бы также отметить, что нашу инициативу поддержал многолетний руководитель гагаузского сообщества в Кишиневе господин Пежди Николай Петрович, который был на открытии на первых курсах, привел свою внучку, и он считает, по его словам, это очень важный этап в развитии гагаузского, особенно в Кишиневе. И если мы своим примером сможем кого-то побудить присоединиться к нам, начать изучать язык, дать возможность своим детям изучать язык, мы будем очень счастливы и рады. Спасибо вам. Ну, вам удачи. Что мне сказать? Остается только пожелать удачи и, Спасибо. наверное, новых идей, классных идей, которые реально будут привлекать. Идей и очень много, мы будем это все реализовывать и будем сообщать об этом. с такой сильной командой, у которой есть желание, я думаю, что ничего страшного не произойдет, будут только хорошие и только позитивные результаты. Да, надеемся, что все получится. Saygılı seyirciler, sağ olun bugün bizimlendiniz. Tabii ki isteyim not alamam. Bugün bizim programın formatı biraz değişti. Biz laf ettik, prost ediniz bizi Rus dilinde. Ama sanırım izleyiciler için laf ettik. Gene bizim Gagavuz dilin problemalarını bugün açıkladık. Laf ettik daha derinden. Bugün bizde misafirlikte bulundu Gagavuz Yevi Cümle Topluluğun önericisi Roman Kalak hangisi anlattı. Kendi onun dostların projekti için Gagavuz Evi hangisi savaşır, yapar kuvvet döker, ilerletme Gagavuz dilini, Gagavuz kulturasını Kişinev'de. Sağ olun sen bugün bizimlendiniz. Efirdeydi Laf Edelim Büyük Kalı'nın programımız. Kalın sağlıcakla.